О деятельности Народного фронта Юнусбека Евкурова проинформировал глава регионального исполкома ОНФ. По словам Ибрагима Картоева, до конца текущего года организация планирует реализовать в Ингушетии 6 приоритетных проектов. Генеральная уборка, интерактивная карта свалок, карта убитых дорог, Центр ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды, народная оценка качества, равные возможности детям за честные закупки. Он подробно рассказал о каждом проекте. На сегодняшний день у нас на карту свалок занесено свыше 6 свалок, из них 5 ликвидированы. Одну свалку мы ликвидировали собственными силами, выезжали активисты Общественного Народного фронта и реализовали свалку в населенном пункте Барсуна. Я здесь сейчас же хочу отметить о том, что мы и в письме заранее, за неделю до этого, и потом уже в телефонном режиме созванивались, переговаривались с администрацией города Сужа, они просто нас проигнорировали. Никто из них на субботе не вышел, и мы просто просили оказать нам помощь хотя бы в предоставлении техники. После где-то полуторачасового стояния под солнцем нам ЖКХ предоставил грузовой автомобиль, а в остальном, в принципе, просто нас проигнорировали. Если говорить по благоустройству городской среды на сегодняшний день на территории республики, вот эта программа, федеральная приоритетная программа формирования комфортной городской среды, там у нас занесено свыше 43 дворовых территорий и больше 5 общественных территорий. Текущая работа Общественного народного фронта заключается не только в реализации приоритетных проектов, но и участие, касающееся взаимодействия с органами государственной власти, исполнительной власти и взаимодействие с органами местного самоуправления. Юнусбек Мамлиевич, в этом направлении есть проблемы, реальные трудности. Я хочу отметить о том, что у нас очень слабое взаимодействие. Я несколько раз старался выходить на контакт с ним, непосредственно к ним обращался в телефонном режиме, но взаимодействие очень плохое. Была проведена встреча актива ОНФ с органами местного самоуправления, где Индив озвучил необходимость более тесного взаимодействия, что это непосредственно находится под пристальным вниманием не только главы государства, но и руководителя республики. И, если не ошибаюсь, да, там был составлен график встреч, что необходимо встретиться с активом Общественного народного фронта. Практически все представители, руководители органов местного самоуправления это проигнорировали, за исключением Тунгоева Алихана. Он сам приходил в офис, общался, говорил о том, что да, он готов для диалога и так далее. Юнусбек Евкуров дал поручение начальнику управления внутренней политики Муслиму Яндиеву держать вопрос взаимодействия с ОНФ на личном контроле, оказывать им всяческое содействие. Вы, как начальник управления внутренней политики, не должны просто там указания давать и сидеть в стороне. Если после первого письма нет отзыва, вы должны встречаться как минимум 2 раза в неделю, обсуждать вопрос проблемы. И задача была такая, не просто письма написать, а организовать вот эти именно уроки такие. Странно, что этого не получается. И в том числе, если кто-то... Интеллектуальные лидеры у нас хорошо. Не интеллектуальные лидеры. У нас есть конкретная тема. Россия устремленная в будущее. И для этого вы должны были активисты все вместе участвовать, принять. И вообще вот эти проекты ОНФские держать на личном контроле нужно. Вы должны два раза в неделю обсуждать эти темы уже конкретно. И лично в ручном режиме управлять процессом. Если они поехали в Суджу ликвидировать свалку, то есть работу городских властей делать, то почему они туда поехали изначально, зная, что там на свалке не будет стоять глава города со всеми депутатами, со всеми активистами? Ему что, больше всех надо, что ли? И здесь тоже вопрос, почему он так поступил. Разбор это мне все сделать, доложите. Дальше, организуйте мне сейчас с протоколом, согласуйте, в план мне заложить выезды именно по городской среде. Понятно, да, по этой программе, чтобы мы проверили, посмотрели, где лучше, где хуже. И там, где до сих пор эта работа не начата, тоже сейчас вы уточните, почему эта работа не начата. Вы, опять же, я говорю, это общественные проекты, вы должны лично участвовать в этих проектах. Лично. Почему до сих пор работа не начата? Она уже дожди начинаются, осень, а еще благоустройство не начата. Почему это все происходит? Доложите мне. По убитым дорогам, в том числе, надо сделать перечень и список и составить план вместе с автодором, с главным муниципальных образований.
Вообще сделать так, по всем вот этим 5 проектам, там, ОНФ, которые курируют, подготовить, или 6 проектов, подготовить совещание со слайдами, со всеми докладами. И там вам выступить по этому поводу, да, с такой критикой хорошей в адрес муниципальных или других властей, которые там не хотят взаимодействовать. Понятно? Посмотрите, там, делайте. Да. Но по возможностям детям, по всем, ну, посмотрите, изучить тему. По здравоохранению, тут уже там, ну, тоже посмотрите, мы не раз обращаемся к вам, как к общественникам, в том числе максимально там посмотрите, насколько организован процесс работы перинатального центра и детской больницы.